Добрый день, дорогие зрители. Мы после небольшого перерыва снова записываем подкасты. И сегодня у нас в студии Диана Бегаева, графический дизайнер, с которой мы познакомились на площадке «Лампа», где она нас покорила своей речью о том, что город должен говорить с тобой. Диана, можете вы объяснить, как вот ваша профессия, графический дизайнер, да, она связана со стрит-артом и с тем, как вы слышите город? Ну, я просто потому, что... Добрый день, добрый день. Рада приветствовать студию, рада приветствовать вас, Алик. Большое спасибо за то, что пригласили. Я очень рада, что есть возможность с вами встретиться, за что я уже говорила вам, что я слежу за вашей работой и давно подписана. Ну, в любом случае, профессия, она накладывает отпечаток такой, что мне приходится мониторить и искать, и все время отыскивать ярких личностей. В общем, в этом смысле мы как-то где-то с вами пересекаемся вот, в пристрастиях. Спасибо большое, в краску загнали. Но в любом случае профессия, она накладывает отпечаток на характер, на быстроту мышления, на какие-то поведенческие маркеры. Моя работа, она состоит в том, чтобы находить возможности. Я дизайнер коммуникаций, когда мы связываем производителя продукта с конечным потребителем продукта, либо услуг. То есть той целевой аудиторией, которая будет принимать эту информацию. И информация должна быть написана на том уровне, на том сленге, тем языком, который будет понятен целевой аудитории. То есть это возможности для объединения этих двух вот полярных таких вот значений: производитель продукта и целевая аудитория. Вот мы находим, то есть моя работа, она связана с поиском возможностей таких. То есть вы отвечаете за то, как потребитель увидит бренд? Да, как он его воспринимает, какую историю он услышит позади какого-то продукта. Продукт – это очень широкое понятие. Это и продукт, предметы массового потребления, это может быть услуги, это какая-то информация. Именно поэтому вы так связаны со шрифтами. И шрифты в том числе. Когда я приехала в Осетию, я увидела эту возможность. Увидела возможность для типографики, для шрифтовиков, для дизайнеров реализовать себя здесь намного полнее, чем это происходит сейчас. Я знаю, что стрит-арт здесь есть, он где-то в горах, возможно, там граффитисты работают в очень широком значении, там очень много интересных картин даже, многоплановых, серьезных работ. Но в городе при этом есть вот этот страх испортить что-то. При этом здесь есть много запущенных заборов, здесь есть очень много стен, которые не работают. Они могут работать только как основа для цитат, например, или для самовыражения. Это было бы намного интереснее, чем видеть какое-то ржавое полотно там, или та же, например, набережная. Ты идешь, это многометровый плацдарм, это планшет для самовыражения очень многих граффитистов, очень многих типографов. Ну, не секрет, что сейчас самовыражаться очень опасно. Ведь, как сказал Оруэлл, говорить правду во времена лжи – это уже экстремизм. И если мы берем любую цитату из остинского эпоса, какие-то фразы там, из кадеков о Чермене, то там очень такое опасное... толкование. Да, и, во-первых, двоякое толкование, во-вторых, это... Вот если взять остинские кадеги, остинскую мифологию, она очень побудительная. Да. Мы сейчас живем в таких условиях, когда никто не хочет, чтобы... Нормальное состояние человека – это состояние полной апатии. Это комфортный гражданин нашего государства, человек апатичный. А в то время, когда человек хочет какие-то побудительные мотивы им движут, это всегда вызывает у всех, скажем, подозрения. И как тут быть? Как так красиво завязывать фразы, чтобы при этом никто не испугался их значений? Я долгое время не была во Владикавказе, а потом как-то приехала и увидела вот тот набор эстетических кодов, которые меня сопровождали потом во многих поездках. Я увидела здесь и Стокгольм, какие-то отдельные уголки, увидела очень много Питера, и Прагу увидела, и готики очень много. И мне просто показалось, что если мы будем как Питер, как старший брат наш, да, что если мы тоже можем позиционировать, а мы можем позиционировать себя как культурная столица, возможно, Кавказа, потому что здесь живут люди, которые очень, совершенно по-другому, здесь другая вселенная в отношении к искусству, предметам,
старины, к истории своей, к языку, к красоте языка. Здесь люди ценят красоту языка, красоту слова, красоту каких-то визуальных кодов. Вот здесь именно вот этот культурный код, он совсем другой. И если мы могли бы использовать тот же подход, что и в Питере, например, когда из каждого уголка на тебя смотрит какая-то цитата поэта или писателя, который любил Питер. Там, когда я вижу фразу там, Станислава Лема там, из «Соляриса», у меня взрывается все внутри. Я понимаю, что мы с городом на одной волне. Ну, хорошо, мы не пишем call to action, мы не призываем ни к чему. Мы просто используем фразы, которые легли нам на душу. Когда мы можем писать даже кириллицей, но мы используем осетинские фразы. Есть на Вахтангова и на Куйбышева, я много раз об этом говорила, что там есть шикарный типограф. Парень, использующий две побудительные фразы, они исконно, они такие самобытные, аутентичные именно. И почему-то они, вот, используя каллиграфику, он все-таки делает ее очень самобытной, осетинской, потому что есть лигатуры к. Вот это все очень симпатично мне. Он же может это делать. Я думаю, что довольно... И это не звучит вызывающе, или там, это не звучит не экстремистски, не упаси Боже. Но если мы будем использовать язык классиков, тех, кто любил Владикавказ, или кого Владикавказ любил, у нас большая история. Мы в конце концов можем кого-то вспомнить. У нас целая галерея портретов известных людей там, на набережной, набрано обычным, то есть это просто принты. Ну, абсолютно блеклые и некрасивые, да. Мы же можем выразиться И как-то. я больше скажу, что эти принты и эти фразы, они никак не откликаются у жителей. Ну, по крайней мере, с кем я проходил мимо, это довольно сухо и вот нарочито патриотично. Вот даже сейчас стрит-арт в Осетии, вот есть стихийный стрит-арт, когда ребята, там, порталовцы, еще кто-то рисуют какие-то вот абсолютно самобытные вещи. Да. А есть стрит-арт, это уже некий госзаказ, когда просят там спортсмены, тренера, прочие. И я ничего плохого в этом не вижу, но просто я вижу в этом, что в этом нету простого порыва, в этом уже заказ. И это уже выглядит по-другому. И вот этот нарочитый патриотизм, он немного... ведь там реальный патриотизм, или можно заменить другими словами, он же... В нем очень большая концентрация боли, учитывая нашу довольно сложную историю. А вот современный патриотизм, который вот рисует на улицах, да, он пустой. Да, он рафинирован, он пустой. За этим хороший спортсмен, круто, хороший тренер, круто, герой войны, круто, но нету сюжетов из этой войны. Одушевленности, тот тяжелый путь, который прошел человек, чтобы прийти к этой точке. Безусловно. Вот эта анимированность, да, очеловечивание, это очень много, в этом очень много от искусства, от творчества, очень много от самовыражения. А самовыражение сейчас цензурировано. Ну, я не хочу говорить о цензуре как о культе, да, но тем не менее, даже самоцензура есть очень у многих. Я думаю, что сейчас самоцензура большую роль играет, чем нежели цензура. Соглашусь. Я не знаю, я как-то имел возможность ознакомиться с зарисовками Азамбека Джанаева. Да, прекрасно. И я для себя обнаружил, что вот если сейчас вот эти зарисовки на улице, это будет просто... Это будет наш Бэнкси. Да. Азамбек Джанаев наш Бэнкси. Да, они актуальны, и они нарисованы в такой стилистике, да. Вот будто бы он вот сейчас сидел и рисовал. Да. Я, правда, когда я смотрел вот эти листы, я в шоке был. Да. И я, например, боюсь, что если их нарисовать, большинство населения не одобрит. Потому что там довольно жестокий... То есть там очень некомфортные рисунки для человека. Вот сейчас же все довольно комфортное. А там картины, где кровник приносит отрубленную голову матери, там, где боевые какие-то моменты, трагические моменты. Я, с одной стороны, согласен, что, конечно, стрит-арт должен быть позитивен, но я хотел бы вот эти нотки тоже добавить. И мне кажется, что даже вот Азамбек Джанаев бы сейчас бы не зашел, потому что люди сказали, ну зачем такие ужасные вещи рисовать? Ну, у него есть очень много эпических листов, да. которые просто иллюстрируют.
литературно-иллюстративные. Они говорят о монументальной, они очень монументально, многофигурно решены. Они даже где-то, то есть он является таким продолжителем традиций, тугановских традиций, такой масштабности, значимости, вот какой-то монументальности, вот какого-то жизненного уклада голландского государства, в последующие годы и уже и Осетии. И вот эта мощь, этот масштаб, внутренняя какая-то сила, внутреннее пространство, которое есть у народа, как у единого организма, очень хорошо передает Озанбек Джанаев. И если не опираться вот на эти детали какие-то, да, более или менее, детализацию, да, как бы показать его этнографическую мощь, да, вот этот вот его чутье, вот это этноса, да, меня он поразил именно не то, что как рисовальщик, а вот это вот его тугановский взгляд на прошлое, какой-то он не ложный, не новодельный, хотя он жил намного позже, чем то. То есть не возникает ощущение, что это какая-то эклектика, всего Абсолютно. намешано, а будто бы это очень эстетично. Потому что, когда очень подлинно. читаешь нартовский эпос, Да. а потом видишь эти картины, ты думаешь, вот я это и представлял. Очень подлинно. Я бы сказала, если бы были бы... У меня есть старые книги эпоса с иллюстрациями Туганова. Если бы Озанбек Джанаев, вот можно было бы издать вот такой на остинском и на русском языке нартский эпос, но уже в его исполнении, это было бы нисколько не хуже. А вот как, на ваш взгляд, все-таки вот если брать там Туганова, Джанаева и переносить это на стрит-арт, это даст нам какой-то свой стрит-арт, свой голос, основу для своего голоса Владикавказа? Ведь у Владикавказа не должен быть питерский голос все-таки, а должен быть какой-то вот именно свой. Конечно. Но я скажу так, что во Владикавказе уже сейчас художники очень, я как член Союза художников, я знаю, чем живут художники как единый организм. И очень много работ художников здесь. Художники стараются выполнять социальный заказ, который поступает от города, от республики. Но художники видят подлинность, они стремятся к самовыражению. Если они делают какую-то социальную вещь, они пытаются сохранить вот этот вот компромисс. Но только дизайнеры могут сделать то, что по-настоящему будет учитывать удобство людей, их, такой вот их поведенческий фактор. Да, дизайнеры смогут как-то вот сделать что-то очень напоминающее импровизацию. Если бы мы не уходили вот в эту подлинность, да, художественную подлинность, а все-таки где-то сохранили баланс между дизайном и визуальной эстетикой, да, вот выразительностью, а дизайн как нечто, что выполняет социальный заказ, да, именно социальный заказ, то, мне кажется, можно было бы интерпретировать даже классиков и сделать это красиво. Я в это верю. В Питере есть будка, известная всем. Это какое-то техническое строение, на стене которого постоянно рисуют. Да. Там Бодрова рисовали. То есть в какие-то больные моменты всегда попадал точно художник. На следующий день все это закрашивали, да. Но этот рисунок оставался навсегда. То есть я как говорю, что Бэнкси не страшно, что его закрасят. Бэнкси запомнят навсегда. То же самое этого питерского художника. Но вот все равно вот в Питере прям чувствуется вот этот разговор. Да, может быть, он диалог. Диалог, он может быть бытовой, он может быть жесткий и некомфортный, но он чувствуется, он тебя запоминает, он тебя задевает. В Осетии, вот, например, у нас появился как-то недавно свой такой человек, я его не знаю, он рисовал на очень болезненные темы граффити. У него было граффити, где вот такая иголка, и там написано «Георгий Гуев». Ну, что дело Георгия Гуева шито нитками. Потом у него была Фемида с закрытыми глазами. Да. То есть, но у него была одна картина. Я очень человек относительно либеральных взглядов, но эта картина меня оскорбила. Я вот сам для себя это заметил. Там статуя, и остинский флаг прикрывал как бы наготу этой статуи. Я вот в этот момент, я вообще сторонник самовыражения, но в этот момент я подумал, что внутри у меня первая мысль, которая откликнулась, это я не подумал, что это искусство, я подумал, что меня оскорбили мои национальные чувства. То есть, когда я говорю о том, что в Осетии люди склонны оскорбляться, обижаться, и есть самоцензура, я в первую очередь о себе говорю. Я плоть от плоти, это общество. И вот как вот эту грань найти очень четкую, потому что остинское общество готово меньше терпеть.
очень большой скандал был в Южной Осетии, когда рисовали в Асторте из-за длины бороды. В Фейсбуке была просто война. Кто-то говорил, что недостаточно длинная борода, кто-то большая. То есть мы народ, который вот только вышли из родоплеменного строя, и для нас еще очень много вещей сакрализованных. Но, например, я понимаю, если мы хотим, чтобы остинский флаг был популярен, конечно, надо понимать, что... конфликт. Да, будет Нужно конфликт. создать конфликт. Даже не то, что конфликт. Я понимаю, что чем более популярен, тем больше он будет использоваться в тех вещах, которые будут меня задевать. Потому что, ну, британский флаг самый популярный в мире флаг. Абсолютно. Это мем. Да, с ним выпускаются купальники. И я вот думаю, хотел бы я, чтобы остинский флаг был вот настолько популярен. С другой стороны, мне нравится подход турков к своему флагу, когда они на окнах вывешивают. И я, например, всячески хотел бы, чтобы на окнах Осетии был остинский флаг. Ну или Израиля, например. Да, Даже, да. Вот как сохранить вот эту сакральность, чтобы он задевал больные темы, но чтобы у них не возникло какое-то отторжение, когда вот, ну, прям обидели. Вот как этот нюанс сохранить, вот этот баланс сохранить, на ваш взгляд? Возможно ли это вообще? Или придется в любом случае терпеть? Но вообще все известные мастера вот сегодняшнего визуального жанра, и Бэнкси, и Хёрст, и Дэмиан Хёрст, ну, так или иначе, работающие над метамодерном, Да. в котором мы живем сегодня, все равно, они так или иначе затрагивают конфликтные стороны, они так или иначе отражают, усиливают какие-то острые углы и говорят об этом с точки зрения, опять же, творческого самовыражения. Мне эта позиция ближе, нежели позиция обидеться или убежать или испугаться. Хотя вы правы в том, что, возможно, я не вижу какие-то крайности. Я пока их не вижу. Я все-таки верю в какую-то самоцензуру. Мы об этом говорили сейчас. Я с вами соглашусь. Я в картинах Бэнкси никогда не увидел пошлости. Там не было очень простых вещей. Вот есть проблема, и на нее очень поверхностный взгляд. Вот мы такие пуритане, или вот мы такие слишком либералы. Там не было вот однослойности. У Бэнкси вот как-то очень глубоко он. И вы еще сказали, что мы живем в метамодерне. Да. Дело в том, что в Осетии мы еще живем в модерне, мы еще до постмодерна не дошли. А чтобы наши зрители поняли, что такое метамодерн, я ни в коем случае, дорогие зрители, вас не обвиняю. Я сам относительно недавно с этими вещами ознакомился. Я просто тот человек, который, ну, не рос, но который культурно напитывался такими мультфильмами очень жесткими, как «Саут Парк». Это очень жесткий мультик. Там сейчас Рик и Морти. Я вообще люблю мультики, но это на самом деле угар жесткий. Это вот тот, мы говорим, постмодерн и метамодерн. А в Осетии еще в модерне живет. Как с этим быть? Может быть, нарисуют крутой граффити, а мы просто не поняли. Дело в том, что у нас есть свой Бэнкси, вы о нем сейчас говорили. Да. У нас есть его подражатели, у нас есть последователи, у нас есть милые вещи, которые можно изобразить на стене и не вызвать ничего порицания. Можно красиво говорить о самых сложных и серьезных вещах. Главное создавать этот конфликт, главное выносить эту полярность, конфликтность наружу. Говорить об этом можно любыми словами. Искусство в этом смысле неподражаемый канал, который можно использовать, и он пока, ну вот дизайн как искусство. В нем мало творчества, но как искусство, если этим владеть так же хорошо, как, допустим, тот же Ну, я, например, считаю художников-авангардистов дизайнерами. Они выполняли они были футуристами. В моем представлении Марсель Дюшан, он дизайнер, такой же, как Дэмиан Хёрст. Они фактически создавали такие же образы и снабжали их смыслами, которые, возможно, опередили свое время на много десятков. Но мы сейчас возвращаемся к ним и говорим, что из какого же котла мы черпали эти идеи. И это было прекрасно. Как он смог выжить и как он смог донести их в том виде, в каком он их доносил. Поэтому для меня искусство – это сакральный, в том числе и дизайн. Это сакральное действо. Именно наполнять дизайнера вот этим культурным кодом, давать ему возможность проявить себя. Не самовыразиться как художник, возможно, но проявить свои знания, при этом наполнив его культурой, наполнив его знаниями, опытом, вот тем зарядом, который, допустим, вот сейчас я скажу, что я в дизайне вижу красоту, ее очень много. Там, допустим, тот же Марсель Вендерс, он уже, это пограничник, это дизайнер, голландский дизайнер, он делает
он делает предметы интерьера уже для 2 поколений дизайнеров. И сейчас он мировой известности. Ну, то есть это известный на весь мир дизайнер, лидер, авангардист, метамодернист. И я просто вижу красоту этой профессии. Если создать целую плеяду вот таких вот ребят. Ну, у нас, знаете, какая проблема? Смотрите, был Советский Союз, который я довольно часто критикую в своих выступлениях, была жесткая цензура. Потом у нас было там 20 лет тотальной свободы. Ну и даже сейчас относительно по многим темам, особенно касающиеся морально-этических вопросов, да, в этом вопросе цензуры мало. Ну вот вроде бы, вот вам свобода, ну творите. Но то, что пока выходило, чаще всего это настолько вторичный продукт, это настолько вот провинциально было, что, ну как-то, ну ребят, такое ощущение, что из-под палки получалось лучше. Из-под цензуры. С другой стороны, вот вы говорите про... Вот возьмем дизайнера, жителя Осетии, дизайнера. Ведь я сам до определенного времени прожил в Осетии, и я с осетинским глубинным контентом особо и не пересекался. Это я уже сознательно, живя в Москве, переживая вот это расставание с родиной, я стал погружаться. И, кстати, вот появление интернета дало возможность ознакомиться с контентом народным. Вот у нас же нету какой-то такой школы, которая бы... Есть, наверное, художественная школа, но все равно она создавалась еще в советское время. И понятно, что в советское время отцензурило какие-то сюжеты нашей истории. И нам не... И вот я даже с ребятами, порталовцами, многими говорю, когда они узнают какой-то сюжет, вот непростой, сложный, они прямо же, вот, они сразу загораются им. Даже вот тот человек, который фактически, вокруг которого и появился портал, это Мурав, это маленький человек, который делал национальные инструменты, да, и он ребят заряжал такими историями, ну, которые обычно было не принято рассказывать. И вот я об этом говорю, что вроде у нас есть культурный пласт, а на самом деле его нету. Вот мы с вами говорим про Азамбека Джанаева, а мало кто вот из жителей Осетии пересекается с Азамбеком Джанаевым реально, чтобы он смог сесть, посмотреть его картины и реально их осмысливать. Благо сейчас Национальный музей появился, прекрасный, но до этого вот даже такой возможности не было. И какой-то продукт вторичный шел. Очень ну, у нас есть большая традиция именно художественных мастеров, народных промыслов, большая традиция, значительная традиция. Но ее же надо по-дизайнерски переосмыслить. Конечно. Потому что искусство – это о подлинности. Вернее, творчество – это о подлинности. Художники – это о подлинности. А дизайн – это о поведении, об удобстве людей. Это социальный заказ. Это то, чем пользуются люди. Но через эстетику, какой-то вот такой вот эстетический аспект. Здесь нет, ну нельзя сказать, что нет. Здесь просто меньше традиций дизайна. Сейчас пытаются осмыслить дизайн костюма, там, домашней утвари, пытаются привнести в современность этнос вот именно с точки зрения дизайна. Где-то даже успешно получается, это да. В инструментах это все-таки мне кажется, что даже вот это переосмысление с музыкальными инструментами, там, предметами старины, мебель там, или костюм, все-таки это очень дизайнерская вещь. И если попробовать пойти дальше. Как в музыке в постфолк, только уже в нашей обычной жизни. Да. У нас же получается в музыке формировать современность. Вот как бы, к сожалению, у нас есть несколько хороших примеров, и все. Но опять же, я смотрю на то, что происходит в соседней республике, в Кабардино-Балкарии, и там просто в музыкальном плане какой-то взрыв. Конечно, да. Ну, я не знаю, возможно, потому что им какое-то ускорение задал вот Исакуров, может быть, его школа. Может быть, я не знаю, чем вызван вот такой эстетический взрыв, действительно, культурный взрыв там. Но у нас ведь тоже есть фолк-музыканты, их много, они в лампе выступают и... Да. Ну, хотя у нас любят рок больше. Мне так кажется, что очень сильная история, традиция именно рока здесь. Почему-то всегда любили. Это скорее советское явление. Вот это рок, это же протест в советское время был. А на мой взгляд, что в современное время протест по отношению к модерну, там, постмодерну, метамодерну, это фолк. То есть мы же видим, что в Германии в какой-то момент после падения стены, когда все напитались западной культурой, там просто был колоссальный откат именно в фолк. Там пост-фолк музыку, да. То есть и мы даже видим тот какой-то фолк, который
нам кажется, что это, например, истинная культура ирландцев. Мы слушаем ирландскую музыку, где они на банджо играют. А это никогда их национальным инструментом даже не было. Это уже некая сконструированная новая реальность с учетом того, как бы это выглядело тогда. Вот. А нам этого, к сожалению, вот пока не хватает. Но я не знаю, мне кажется, что вот здесь вот как бы такой people behavior, да, когда говорят, что поведенческий такой какой-то маркер, он немножко выдает себя и вот в этом стрит-арте. Очень боязливо. Мы только сейчас начинаем преображать город вокруг себя, создавать среду обитания красивую, приятную и понятную, да, людям, туристам. Да. Ведь город видит себя и глазами и жителей, и туристов. Он разговаривает с ними на каком-то таком своем, может быть, птичьем языке. Ну, я не знаю, как пиджин, вот такой вот какой-то язык, только ему известный. И если бы мы могли бы как-то себя больше в этом смысле о себе заявить, пусть даже не Азанбек Джанаев, пусть даже вот этот вот едва заметный дизайн, который у нас есть, но мы делали бы это бы вот честно, руками, а не компьютерной графикой или там программами, которые созданы для нас. Вот у меня такой вопрос. Сейчас вот в Осетии появился какой-то запрос на каллиграфию. Ну, раньше, слава богу, но раньше этого не было. А сейчас вот прям постоянно с этим пересекаешься, и самовыражение. Вот с чем вы это связываете? С чего вдруг осетины вот сейчас именно увлеклись именно каллиграфией? Почему они пытаются переосмыслить свой язык? Я не знаю, я почувствовала, что здесь есть запрос на вот именно уникальную графику, на изучение шрифтовых гарнитур с точки зрения остинской вот этой вот характерности, да, звуков, опять же, лигатур. Потому что в русском их даже меньше, чем в осетинском языке. Какой-нибудь шрифт может звучать и передавать красоту языка. Мне кажется, что просто вот этот запрос вернее, вот это вот использование, порочное, по-моему, использование всех вот известных избитых шрифтов и попытка там, изъясняться на осетинском в печатных там интернет-изданиях, но делать это с помощью вот этих известных банальных шрифтов, гарнитур, вот компьютерных, мне кажется, она в принципе невыразительна, она некрасива. Абсолютно невыразительна. Так как нам свойственна вот эта какая-то эстетика своя, мы любим красиво одеваться, мы любим красиво сервировать стол, мы любим красиво говорить, мы в красоте, осетины в красоте разбираются не хуже, чем итальянцы. Я отчасти бы с вами согласился. Дело в том, что для того, чтобы разбираться в красоте, ну, как правило, это тонкая красота присуща глубоко иерархичным обществам. Осетины когда-то были очень иерархическим обществом со своими минусами, безусловными, и плюсами. Сейчас эта иерархичность, она уничтожается, и с ней уходит определенный пласт. И, как сказал мой друг, вот в порыве боли, когда он наблюдал там за очередным строением во Владикавказе, он сказал, осетинам категорически не хватает вкуса. Вот у него, он даже вот это сравнивает с не поколением бабушек и дедушек, а поколением прабабушек и прадедушек. И там, говорит, было чувство вкуса. Вроде бы это были сельские люди, которые застали распад Российской империи, формирование Советского Союза. Но вот именно то поколение, я по своей прабабушке тоже могу это сказать, из раскулаченной семьи, что там было определенное отношение к красоте. Оно было жестоким, требовательным. Мы сейчас живем во время комфорта. И я сам дитя комфорта. А красота, она часто идет вразрез комфорта. Мы живем в мире евроремонта, евростандарта. Да. Поэтому, когда мы говорим, что мы хорошо разбираемся в красоте, я вижу вот красоту евроремонта. Не классическую красоту. Да, не красоту Венеры Милосской, а красоту самобытную, архаичную красоту. Да, я сегодня вот как раз шла, когда навстречу, я шла по проспекту Куста и видела, по-моему, там, не буду сейчас номер говорить, не хочу этих людей палить, но да, там после революции у нас очень много, что в городе поменяла сама революция, да, очень много смели вот этих вот красивых домов. Во Владике сформировалась какой-то микромир вот какого-то своего сказочного дома. Он был немножко похож на питерский дом, там, доходный дом. Да. Да? Но при этом вот после войны, уже после Великой Отечественной, вот эти традиции дореволюционного строения, городской усадьбы, да, они сохранились вот в этих вот частных домах.
Обычно это там кирпичный фундамент, это парадное обязательно, это филенчатая кладка, это филенчатые двери, и это обязательно арочные ворота. Арочные ворота. Остинский дом можно всегда узнать по арочные ворота. Это вообще сакраментальный смысл в этом. Ну вот мы и говорим, что... Это вот эклектика во всей своей красе. С одной стороны, это вот питерский и европейский стиль, филенчатый, Да. и с другой стороны, арочные ворота. Но вот этот евроремонт, он убивает эти арочные Вот ворота. сейчас я иду по проспекту Коста, и снесли один из таких домов. Их Я его очень знаю. много снесли за последнее время. Вот сегодня я эту потерю испытала очередной раз. Это просто до кома в горле. Вот они, скорее всего, там построят аптеку, это будет что-то вот вагонкой оббитое. И я не знаю, как вот можно. Ну тут же я один из тех, кто постоянно критикует этих людей, но я просто понимаю, что в основе довольно экономические причины. Конечно. Потому что человек пока не удовлетворит своих базовых потребностей. Культура, она всегда нарастает сверху, или она нагнетается государством, или же это уже какой-то сверхжирок, когда общество набирает, тогда оно готово. Вот как в спиртовое время, ведь огромные деньги тратились на культуру, на какие-то постановки и прочее. У меня, знаете, какой вопрос? Мне вот чего не хватает. Вот история Владикавказа, она очень, скажем, извилистая. Вот мы возьмем здание, в котором сейчас находится Министерство культуры. Да. Ведь это, если я не ошибаюсь, это усадьба Воробьева. Да. Там было НКВД. И там в подвалах расстреляли, я думаю, около 1000 человек точно. Там стоит маленькая табличка о том, что здесь когда-то были репрессии. Вот я сейчас, наверное, кощунственную вещь скажу, да, но я говорю сейчас человеку, это же просто сумасшедший сюжет о том, как мистический. мистический, о том, как чья-то усадьба становится домом террора, да, домом смерти, а потом там Министерство культуры. Но я вот все равно прохожу, от меня вот эта мрачность от него отдает, но при этом я вижу этих орлов, которые там сейчас один отпал. Это же можно как-то отразить в городской культуре. Но вокруг этого дома даже нет никаких городских легенд. Вот это меня пугает, что вокруг города даже не формировались какие-то городские легенды, чтобы из этих городских легенд вырос какой-то стрит-арт. Хотя мы знаем о том, что он председателем был НКВД, или он в конце жизни спал под кроватью. Боялся людей, которые приходили. Я помню, что одного Кокова расстреляли, а вот следующий, наверное, я вот сейчас не помню. Я сейчас. Вот мне рассказывали родители об этом вообще. Сейчас он в некрополе похоронен, Остинской церкви. И это само по себе тоже кощунственно. Моя мама ходила по некрополю, читала вот эти фамилии все, и она потом устроила какой-то флешмоб там. Я называю это флешмобом. Ну как можно было вот в некрополе? Там в некрополе очень много деятелей советской эпохи похоронено. Да, в том числе и вот людей, которые присутствовали или даже при убийстве влияли. тех, кто там похоронены тоже, да. Одно время там в этом здании было наше училище искусств, несколько месяцев, а мы со студентами бродили по подвалам, искали вот эти закрытые комнаты, но там сейчас очень много зацементировано. Это вы какое здание? Усадьбу Воробьева имеете в виду? То здание, которое находится на углу Бутырина и углу Ленина. Да, это усадьба Воробьева. Там сейчас не то, что прям, там подразделение, наверное, Министерства культуры. Да. Вот мы там бродили по по подвалам, и сейчас там уже ничего не осталось. Хотя там какие-то разводы жуткие. Нам наше воображение студенческое рисовало такие картины жуткие. Но там сейчас все зацементировано. Там вот этих вот жутких комнат, где мама рассказала, что там даже есть, мама архивист, она архивариус. И она говорит, что там есть документы, личные сразу дела. много о вас рассказывает, что у вас мать архивариус. Но я благодаря ей люблю историю. Как-то вот такой где-то... Кто-то говорил, что и Света, и Юра, они как-то вот в этой... Я была маленькая, милая очень. Вот в этой маленькой милашке и Света, и Юра, они как-то оба нашли какое-то воплощение. Я очень люблю вот все вообще эти истории, которые мама рассказывает. Там есть личные дела тех людей, кого вот как раз мучили. Это тоже удивительно, потому что... Я прошу прощения. Потому что в Праге, например, там есть очень много мистических вот таких домов, с которыми связаны истории, в том числе средневековые. Они очень любят хоррор вот этот вот. Он как бы зашит вот
психологию народа, всех прожан. Они немножко темноватые по настроению, меланхоличные. И вот эти вот ночные экскурсии по старой страшной Праге со всеми вот этими инквизициями, кострами и замученными псевдо-колдуньями, они там наполняют прям каждый двор. Многие к хоррору относятся как просто, это низкий жанр. Многие думают, это очень ошибочно, потому что хоррор, как многие культурологи говорят, хоррор это не триллер. Хоррор – это когда человек сталкивается с силой, с которой нельзя договориться. Это абсолютно животная, страшная сила, которая тебя уничтожит в любом случае тебя и сотрет за тобой все, и ты с ней не можешь договориться, она не разговаривает на человеческом языке. Вот проблема в том, что то, что происходило в доме в усадьбе Воробьева, это и есть хоррор. И вот эти экскурсии по Праге, они несут большую культурологическую, даже гуманистическую цель, чтобы люди понимали, что это за страшная сила и как ее не допустить. И о том, что с этой силой не договоришься, если ты уже допустил ее. Знаете, я одно время очень увлекалась психологией, гуманной педагогикой. Вот Шалва Мунашвили, он просто мой гений такой. Человек, который может о сложных психологических проблемах говорить простым, гуманным и человеколюбимым языком. И он даже говорил о том, что проблемы, психологические блоки, они свойственны не людям даже бывает. Часто они свойственны целому народу. И вот поражане, у них вообще странная такая ментальность. Они, с одной стороны, это как они себя ведут как злой ребенок. Они, с одной стороны, очень ироничные, саркастичные, с другой стороны, очень меланхоличные люди. Они в эти все страшные байки и сказки верят. И они их популяризируют. Все то есть Франц Кафка не мог родиться нигде в другом месте, кроме как в Праге. Безусловно. И почему я это просто говорю, что каждый раз, когда они водят экскурсии, они проговаривают, в этом психоанализе проговаривают раз за разом те ужасы, с которыми когда-то столкнулись их прадеды, То есть рассказывая о том, что они находились в тисках двух держав, двух империй, немецкой, Австро-Венгрии и Российской империи, они в этом смысле всегда проговаривают эти страшные для них времена, но мы при этом вышли из этого с комфортом, потому что, не то что с комфортом, мы вышли из этого с приобретением. Мы приобрели опыт сарказма, меланхолии, мы ценим меланхолию. Я думаю, что их сарказм – это и есть их катарсис. Да. Не исключено. Хотел бы с этой мрачной темы переключиться на другую. В остинском интернете, по крайней мере в том, который я читаю, идут очень жаркие споры по поводу латиницы и кириллицы. Меня часто пеняют в том, что я популяризирую латиницу, что я пытаюсь таким образом отменить кириллицу. Что не есть правда, потому что я считаю, что и остинская кириллица, и латиница довольно комфортно могут совместно сосуществовать. Но у меня вопрос. Последняя вся каллиграфия, которую мы видим, которая на стенах появляется, она вся написана на латинице. И с чем это связано, на ваш взгляд? Дело в том, что есть шрифт как иллюстрация, да. А есть шрифт как наука. Каллиграфия, как типографика, она сложна в изучении, она очень связана с контролем дыхания. Там очень много от науки, там очень много от самосознания и преобразования такого. То есть там надо контролировать, то есть там даже от дзена очень много. Там надо контролировать дыхание, чтобы вывести какие-то буквы. И в этом смысле типографы, они лукавят. Почему? Потому что кириллица трудно компонуется в текстовую графику, а латиница легко. Те самые пресловутые лигатуры, связи внутри букв, друг с другом и внутри фраз, они очень хорошо линкуются между собой именно в латинице. Ее очень красиво можно обыграть, и она благодарна. А в кириллице эти «ж», то есть они такие распорки, широкие буквы с характером. Мне как-то испанец говорил, что в русском языке самое сложное слово «жизнь». Потому что когда мы говорящие на латинице, мы хотим сказать либо «жизнь», либо «жизнь». Эти шипящие, они очень сложные даже для славян, западных славян. Не говоря о том, что их очень много в славянском языке, они трудно компонуются между собой. При этом для меня «ж» или «ще» или
например, я не знаю, они для меня буквы, имеющие свою индивидуальность. Вот особенно Ж, например. То есть это двойная К. Она прекрасна, на мой взгляд. Каллиграфия в кириллице выглядит прекрасно. В латинице она тоже хороша, но вот эти вот многозвучные, да, классические фразы, выполненные в каллиграфии, они вот благодаря вот этим вот большим широким буквам, они очень красиво выделятся. Вот каллиграфия и кириллица очень хорошо друг друга понимают. А стрит-арт? Это не каллиграфия. Это все-таки латиница. Это латиница, и это скорее шрифт как иллюстрация, как способ самовыражения. Это как леттеринг. А почему каллиграфия не может быть частью стрит-арта? Или она все-таки сложна в исполнении просто? Очень сложна. Вот этот вот парень, Аркадий Хадзарагов. Хадзарагов, да. Он каллиграф. Он умеет, я уверена, что он берет большую кисть, и он делает красивые графические вещи, каллиграфии, монументально. То есть он может задерживать дыхание, он его контролирует, он очень хорошо контролирует движение, у него сильная рука. Я прям представляю, как то есть он может провести линию, и она нигде не дрогнет. Он может сделать вензель, и он у него получится с первого раза выразительным. И это хорошо видно на тех вот... Я почему-то сразу самурая представляю. Да, что правда. Похоже. То есть это филигранная работа руки. Да, японская каллиграфия, они же говорят, что кисть и меч, они двигаются одинаково. При том, что они работали на шелке, где тушь мгновенно... Я работала этой тушью, и она мгновенно растекается даже на пористой бумаге. При этом делать вот эти быстрые филигранные мазки, делать на шелке, чтобы это ничего не растеклось. Это и правда искусство, хотя это ремесло. Угу. То есть тут практичность, что латиница... Рационализм. Да, рационализм. Тогда такой вопрос. Значит, скорее всего, Владикавказ с нами будет говорить, осетинская часть, если мы говорим об остинских цитатах, да, они с нами будут говорить именно латинской графикой. Но вот смотря, вот Хадзарагов, он прекрасно говорит и не латиницей, он пишет на кириллице. И он хорошо воспроизводит и Z, и... Я не помню у него, что у него было Z и H, как аналог G. Я этого не помню. А потому что, вот я говорю, вот группа ребят, они же переосмысливали латиницу советскую, и они вот эти большие буквы, они убирали там, они ставили гашек наверху или внизу, или придумывали какую-то вещь, и это сразу дает какую-то такую самобытность языку. Эта латиница начинает немного напоминать там польскую, восточноевропейскую, но... С пунктуацией вот этой самобытной. Да, но есть вот одна буква, которая сразу тебе скажет какой-то язык, это «а». Да, и я часто обращаю внимание, что вот вокруг именно буквы «а» строится вся композиция всегда. Да. Это своего рода, как бы, вот эта точка G, да, которая способна объединить и кириллицу вокруг себя, и латиницу. Мне, как дизайнеру, который работает с дизайном как с наукой, мне очень важно визуальное изучение. Вот здесь можно было начать изучение именно вот с этого. Объединить гарнитуру, начертание уникальной букв именно с буквы А, А вот наш диалог, который мы все это время ведем, на ваш взгляд, вот насколько он актуален и насколько вот есть запрос у людей, которым сейчас 20 лет, вот к этим вещам? Потому что я, например, не могу сказать, что мне сейчас 34, и я разговаривал с 20-летними, понимаю, что там вот в этом поколении очень мало чего-то среднего. Там просто вот прям или это какой-то персонаж, которого думаешь, откуда ты вообще взялся, я в позитивном смысле, я такую молодежь, или же, это довольно печальные истории, но разрыв вот очень большой, это поколение, там, даже мы поколение эмоджи, они уже, наверное, пост-эмоджи. И вот будет ли у них спрос на эту каллиграфию, или это просто какой-то, знаете, вот этот спрос на осетинское сейчас, есть две вещи. Это или символ того, что это умирает, и мы вдруг об этом вспомнили, или же это правда набирает силу, вот на ваш взгляд? Я совершенно точно уверена, мы живем сейчас в эпоху глобализма. Да.
И, как вы хорошо заметили, что на фоне глобализма всегда появляется стремление жить вот своей какой-то национальной обособленностью, самобытностью. Это было много раз в истории. Мне бы не хотелось думать о национальном возрождении, да, национальной вот именно творческой части, культурной части вот, национального возрождения, как протестной части. Но, скорее всего, так и произойдет. Потому что антиглобалистов сегодня слишком много. А глобализация захватывает абсолютно все, ну вот на карте, ну я не знаю, захватывает абсолютно все страны мира. И Осетия, как маленькая страна, если мы говорим о том, чтобы как-то остаться, сохраниться, то здесь ну, просто у них не останется шанса, и не будет его. Тех ребят, которых я знаю, они удивительные, они имеют, тех, кого я знаю, они имеют удивительный уровень ответственности социальной, понимая это. Я много раз цитировал, но еще раз процитирую вот Алихана Хуранова. Он как-то говорил, что если наши дедушки, бабушки, у них было желание оградить ребенка от ассимиляции, они говорили, что вот остинская культура, вот есть русская культура, как выступала именно культура империи, которая ассимилировала Остин. И им надо было объяснять какие-то фишки остинской культуры, какие-то культурные барьеры выстраивать. Ну, и это все-таки гораздо, по его словам, это гораздо проще. Сейчас ребенку приходится объяснять, что ты, может быть, ребенок тебя спросит, а почему я не могу быть джедаем? И вселенная «Звездных войн», или вселенная Warhammer 40 тысяч, или вселенная Толкина, ведь контента производят, и визуального особенно, гораздо больше, чем остинская культура производит контента и текстового, и визуального. И вот это проблема. Но с другой стороны, я, например, по натуре глобалист. Я глобализма не боюсь, потому что я позитивно смотрю на то, что ведь глобализм нам дал возможность зафиксировать в интернете какие-то вещи, о которых, чтобы раньше о них узнать, тебе надо было в библиотеке сидеть часами. Да. А сейчас ты можешь очень быстро получить доступ к огромному объему остинского контента и погрузиться в него. Но, опять же, вот я не знаю, вот это сейчас погружение, в которое мы уходим, это против, просто протест, или же у этого есть гораздо более прочная основа? Для меня это абсолютно очевидно, потому что стремление к сохранению вот этой своей самобытности, она даже скорее сегодня имеет такую какую-то маркетинговую окраску. Потому что и Россия сама, как империя, ну, империя все-таки. Безусловно, империя, да. Она стремится к какому-то своему уникальному коду, для того, хотя он у нее и есть, именно для того, чтобы оставаться привлекательной для туризма. Здесь очень много от коммерции, конечно. И Осетия, как часть России, она вынуждена вот для того, чтобы эту самобытность, эту не легенду, а вот эту историю о самобытности России как империи, ее продолжить, да, пролонгировать, Осетия должна и о своей самобытности говорить. То есть мы настолько разнообразны, мы настолько не похожи, и тем не менее мы вместе. Российская культура – это одна из самых конкурентных культур в мире. Потому что мы знаем, что опера – это из Италии. Но абсолютно самобытная, да. Да, но есть русская опера. И это как феномен. И тут я не знаю, что будет происходить в будущем, но русская культура, как часть мировой культуры, она уже безусловно зафиксирована, никуда не денется. И довольно сложно вообще конкурировать с русской культурой. Это очень сложно, да, тем более особенно маленьким народом. Но проблема в том, что я, например, понимаю, что вот кавказцы, я сейчас беру всех кавказцев, не только Остин, как мы неинтересны людям как часть русской культуры, потому что русская культура и так есть. Я от одной девушки русской туристки, когда она увидела Городового, которого, правда, во Владикавказе все очень полюбили. Она мне сказала такую вещь, мне не интересен, говорит, Городовой. Я, говорит, Городового могу в Ставрополе посмотреть. Я, говорит, в Осетии хотела увидеть что-то осетинское. Ну, я, естественно, показал много чего, но она говорит, что вот приезжая в Осетию, видя какие-то вещи, которыми мы восхищаемся, и в том я еще с имперской эпохи, они ее не удивляют. И это много есть. И то есть она говорит, что если осетин не рассказывает, продолжает для меня русскую культуру,
ну, мне глобально, я много где могу найти гораздо более глубинные истоки русской культуры и гораздо более интересные. Но как только вы начинаете рассказывать про свою вот эту глубинную культуру, извините за тавтологию, вот тут начинает разрывать мозг. И это не совсем хорошо, потому что часто туристам и гостям вместе с реальной остинской культурой продвигают какой-то, ну вот, я не знаю, folk-history, я это называю. Популяризирует. Даже не популяризируют, а то, чего никогда не было, но это обретает некие уже форматы, не знаю, шизофрении, когда мы часто в Осетии очень много все знают про Алан. Хотя мало кто реально ознакомивался с книгами про Алан. Но если спросить про Осетию 18-19 века, которая вот рядом была, про нее вот такая пустота. И вот какой-то у нас перекос в это есть, хотя вот вроде мы живем в абсолютно имперском городе. Владикавказ — это город империи, и он построен так, и проспект Александровский, и то, что он похож с Питером, это же о многом говорит. О многом говорит. Вот. Я думаю, вот мы будем уже завершать наш подкаст, и я хотел бы от вас услышать. Я знаю, что вы для людей еще сейчас открыли курсы каллиграфии. Типографики. Типографики. Мы работаем, не то что прям курсы, я работаю с дизайнерами, я хочу познакомиться с большим количеством дизайнеров, графических дизайнеров, в том числе, в первую очередь с ними, кто мог бы изучать типографику или уже изучает ее. А какая сверхцель у этого, вот этой типографики? Зачем вот вы сейчас пытаетесь внедрить типографику в массы? Какую отдачу хотите получить от этого? Дизайн — это в том числе и изучение визуальное. Я бы хотела, чтобы дизайнеры взяли на себя роль вот таких вот исследователей, да, и изучили, какая каллиграфика, какая гарнитура, типографика, помимо уже существующих, могла бы хорошо вписать остинский язык, остинские цитаты, остинскую вот эту вот шрифтовую графику вписать в сегодня. Вот сегодняшний дизайн. Мне бы хотелось, чтобы они больше изучали написание осетинских текстов. Мне бы хотелось, чтобы они использовали его как дизайн. Печатный, текстильный, дизайн одежды, да, дизайн граффити, да, POS-материалы или книжные обложки. Леттеринг, выполненный в виде обложек, постеров на какую-то интересную, значимую для Осетии тему, написанную осетинским языком, исследован, органично вписанную в шрифтовую графику, он выглядит грамотно, мягко говоря, грамотно. Он будет очень эстетически уместен. И я бы хотела, чтобы вот эти ребята, просто я ищу тех людей, которые уже работают с этим, либо будут работать, в том числе и как граффитисты. В первую очередь, как графические дизайнеры, выполняя заказ, который им, допустим, они получают от заказчика. Реклама. Она может быть сделана компьютерным шрифтом, а может быть набрана вручную, сделана вручную. И я бы хотела, чтобы они использовали именно ручной шрифт. Могу ли это сформировать так? Дорогие дизайнеры, если вы осмыслите и исследуете остинскую культуру, то вы сможете предоставлять глобальным компаниям, как Adidas, Reebok, Shell и другие, очень интересные шрифтовые проекты, шрифтовые дизайнерские решения. Как адаптацию, например, для Осетии, той же самой компании, допустим, Nike или Adidas, они очень много работают над леттерингом, да, они его хорошо адаптируют и на кириллицу в том числе. А если мы могли бы говорить об адаптации на осетинский язык, это, конечно, анахронизм, я понимаю. Такого не может, это утопия, да, этого не может произойти, по крайней мере, сейчас. Скорее всего, это будет набрано русским языком. Но если бы мы могли бы говорить об осетинской культуре и популяризировать ее на улицах города, осетинским языком, грамотной текстовой графикой, актуальной и эстетически выразительной, вот так. На этой позитивной ноте мы закончим наш подкаст. Спасибо большое, Диана, что пришли к нам. Надеюсь, не последний раз. Большое вам спасибо за приглашение. Всего хорошего. Спасибо.